Города возникают по-разному. Порой история их появления уходит вглубь веков. Вот и Кокшетау, хоть и не отмечен печатью седой старины, а имеет более чем полуторавековую биографию. Официальной датой его рождения считается далекий 1824 год. Город на синих холмах, воспетый и восславленный поэтами и акынами, продолжает жить, покоряя и объединяя наши сердца. Эту любовь он с гордостью несет через время. И с этим чувством был заложен первый камень. С этим чувством люди продолжают творить и совершенствовать его облик, прославлять доброе имя. Все прекрасно помнят, как в 2016 году в ходе рабочего визита в Акмолинскую область президент страны Нурсултан Назарбаев сказал: «Кокшетау – это один из красивейших городов страны». И все жители Кокшетау с этим солидарны, считая его лучшим городом Казахстана. Сегодня город Кокшетау, расположенный на берегу озера Копа, является административным центром Акмолинской области. В его состав входит одна поселковая администрация и сельский округ. На территории более 400 квадратных километров проживает свыше 150 тысяч человек, которые каждый день вносят свой вклад в развитие родного города Кокшетау. В 18-19 веках на земле Кокшетау жили и творили историю знаменитые ханы, такие как Аблай-хан, Касым, Кенесары, которые сыграли большую роль в становлении казахского народа. Исследования древних текстов говорят о том, что именно в окрестностях Кокшетау находилась ставка Аблай-хана, который внес огромный вклад в развитие казахской государственности. В урочище Кокшетау родился внук Абылая, Кенесары-хан, который посвятил свою жизнь возрождению независимости Казахстана. Велики его заслуги в деле борьбы против имперской политики, за свободу казахского народа, за его честь и достоинство. Будучи вождем движения и горячим патриотом своей отчизны, Кенесары Касымов в трудный час испытаний проявил себя как выдающийся государственный деятель, незаурядный полководец и одаренный дипломат своей эпохи. Благодатный Кокшетауский край подарил Казахстану и плеяду выдающихся личностей мира искусства. Как алмаз в золотой оправе сверкают имена великих акынов, родившихся на священной земле Кокшетауского региона. Это Быржан-Сал, Акан-Сере, Орынбай, Тезекбай и многие другие. По ним мы безусловно судим о силе и самобытности могучей поэзии предков на протяжении многих столетий, вдохновлявшей Великую степь. Главной целью школы поэтов имени Кокена Шакеева является пробуждение любви к своей нации, возрождение искусства айтыс и показать молодые дарования нашего города. На сегодняшний день школа осуществляет свою деятельность в двух направлениях – поэзия и айтыс. Наши ученики – призеры районных и областных состязаний поэтов. Недавно один из наших учеников выиграл гран-при в конкурсе айтыскеров, посвященный Махжану Жумабаеву, который проводился в Кызылжаре. Среди известных уроженцев и жителей края немало и других легендарных имен. Духовный лидер Науман Хазрет, революционер Валерьян Куйбышев, ветеран труда, первый почетный гражданин города Магзи Абулкасымов, а также целая россыпь уважаемых общественных деятелей, строителей, ученых, спортсменов и, конечно же, особое место среди них занимают герои Великой Отечественной войны – Малик Габдуллин, Федор Глинин, бесстрашная военная медсестра Мария Смирнова-Кухарская. За подвиги в этой войне были удостоены звания Героя Советского Союза 29 кокчетавцев. Кроме того, 6 представителей нашего края стали полными кавалерами Ордена Славы. 27 июня 1943 года на митинге в Кокшетау Малик Габдуллин сказал: «Кокчетавцы воюют как львы». Пример тому – подвиг 28 героев-панфиловцев. Патриотизм кокчетавцев не знает границ. У нас в Кокшетау проживает около 26 тысяч пенсионеров. Из них 21 – ветераны Великой Отечественной войны. К большому сожалению, из года в год их становится меньше. 1905 ветеранов труда. 90 из них награждены почетной медалью ветерана труда. Они видели все – и голод, и войну, и коллективизацию. Каждый из них внес огромный вклад в развитие нашей страны. Они стояли у истоков зарождения целинного края, строили города, заводы, добивались успехов в спорте и культуре. И сегодня все мы являемся свидетелями динамично развивающейся молодой и независимой страны, к чему шли наши предки много лет тому назад. В Акмолинской области идет большой рост социально-экономического развития. В нашем городе строятся новые дома, объекты здравоохранения, образования,
спорта, дошкольные учреждения и многое другое. Относительно быстрый рост и развитие городской инфраструктуры Кокшетава выпали на годы массового освоения целины, особенно на 1960-70-е годы. В этот период город стал приобретать современный облик. Были построены все основные объекты областного центра, большинство из которых действуют и поныне: заводы, фабрики, учреждения здравоохранения, культуры, образования. Я помню Кокшетау еще в начале 50-х, послевоенных лет. Сразу послевоенные годы, сколько много было раненых, солдат прибывали. Я видел встречи в родных краях тех, которые с подвигом вернулись с фронтов. В то время в Кокшетау был не таким городом цветущим, как сейчас. Население было маленькое, но тем не менее Кокшетавская область в то время гремела, получила орден Ленина за высокий урожай. С приобретением Казахстаном независимости в целях возрождения национальной топонимики в 1993 году город Кокшетав был переименован в Кокшетау, а в 1999 году указом президента центр Акмолинской области перенесли из Астаны в Кокшетау. С каждым годом город приобретает все более современный архитектурный и эстетический облик, радует новыми успехами и достижениями практически во всех сферах. К радости жителей ремонтируются дворы, дороги, улицы, появляется современное освещение, открываются новые предприятия, духовные сооружения, спортивные комплексы, дома, школы. Сдана в эксплуатацию пристройка на 420 мест к школе-лицею имени Сакена Жунусова. Кроме того, разработано ПСД для строительства дополнительных учебных корпусов еще к 3 школам почти на 1300 мест. За последние годы открылось 10 дошкольных организаций. Для малышей строятся новые детские сады. В системе образования города Кокшетау функционирует 6 дополнительных организаций образования. Это центр внешкольной работы «Аулет», это музыкальная школа, художественная школа, это центр для малышей, центр коррекции МИИРМ, который был открыт в прошлом году по инициативе акима города Кокшетау. И одним из значимых событий этого года – это открытие центра «Кванториум», центр «Технопарк», где получают дополнительное образование наши дети по 5 направлениям. Впервые за годы независимости в областном центре была построена новая IT-школа-лицей с государственным языком обучения на 900 мест. Благодаря качественным изменениям в системе образования, новому оборудованию, методикам, кокшетауские учащиеся показывают отличные результаты на областных, республиканских и международных предметных олимпиадах, занимая только призовые места. В День знаний в Кокшетау открылась новая IT-школа-лицей на 900 мест. Это первая средняя школа, которая была построена в областном центре за последние 27 лет. Сегодня приоритетом в сфере образования является целенаправленная работа по цифровизации. Наш лицей оснащен кабинетами новой модификации. Здесь преподают робототехнику, 3D-моделирование и 3D-дизайн в архитектуре. Этот проект был осуществлен благодаря инициативе областного и городского акимата. Теперь в нашем новом IT-лицее дети учатся тому, что будет востребовано в будущем. Кроме того, в канун празднования 27-й годовщины независимости страны в Кокшетау открылся образовательный комплекс «Алтын-Сарин» по обучению программам английскому языку, ментальной арифметике и робототехнике, а также детская электронная библиотека, при которой расположился коворкинг-центр. По всем расчетам, он станет одним из востребованных мест для досуга и развития подрастающего поколения. Hello, my name is Dilnaz. And my name is Anil. We are very glad to open this library because in here a lot of interesting things and new technologies. Here also we can increase our knowledge and spend our free time with high usability.
Как отметил глава государства, в 21 веке путь всех успешных наций определяют индустриальная мощь и инновации. В Кокшетау программа индустриализации реализуется весьма успешно. В прошлом году промышленными предприятиями преодолен исторический рубеж. Выпущено продукции более чем на 100 миллиардов тенге. За этот период реализации программы индустриально-инновационного развития региональная карта включила в себя 17 проектов на 20 миллиардов тенге с созданием около 1300 рабочих мест. Наиболее крупные из них – ТО «Янки», Акмола Бидай, МПЗ «Бижан», Казахстанская агроинновационная корпорация и ТО «Комбайновый завод «Вектор». В рамках реализации государственной программы индустриально-инновационного развития в городе Кокшетау было введено 17 проектов на общую сумму 20 миллиардов тенге. На предприятиях было устроено 1500 работников. Это жители областного центра города Кокшетау. Кроме этого, вне карты индустриализации еще за период реализации программы было введено 10 проектов, которые также имели более 200 рабочих мест. Проект ТО «Евразия Групп» – сервисный центр по сборке и ремонту тракторов марки «Джон Дир». Это первый в северном регионе комплекс, который будет обслуживать данную технику. Город Кокшетау является регионом, где сосредоточена почти пятая часть промышленного производства области. Действуют 200 промышленных предприятий, в том числе 25 крупных. Это выпуск продукции машиностроения, пищевая промышленность и производство строительных материалов. Всему Казахстану известен высококачественный керамический кирпич, выпускаемый кокшетауским предприятием ТО «Янки». Наш завод был запущен в 2010 году. Мощность завода составляет 60 миллионов штук кирпича в год. Рынок сбыта нашего кирпича покрывает весь Казахстан. Во всех регионах присутствует наш кирпич. В карту индустриализации в 2019 году войдет еще 3 проекта в сфере агропромышленного комплекса. В Кокшетау появится сразу 2 предприятия по переработке масличных культур – ТО «Агрокейзет» и маслоэкстракционный завод ТО «Кокшемай», а также откормочная площадка на 3000 голов ТО «Бижан». Говоря о производственном секторе города Кокшетау, нельзя не вспомнить крупные предприятия, которые давно стали визитной карточкой Акмолинской области не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. АО «КамАЗ Инжиниринг», АО «Тыныс» и АО «Кокшетауские минеральные воды». АО «КамАЗ Инжиниринг» – крупнейшая компания в городе Кокшетау по сборке грузовиков, самосвалов и спецтехники на шасси КамАЗ, основанная еще в 2005 году. Сегодня здесь выпускается более 40 тысяч КамАЗов в год, а в смену собирается 7 единиц техники. На заводе трудятся более 200 кокшетауцев. Уникальность нашего завода в том, что мы собираем не только какие-то одни базовые модели, но и большой ряд спецтехники собираем. Противопожарные, и подъемные вышки, и водовозы, и медзавозы. Начиная с 2019 года работодатель будет выплачивать по 3 минимальные заработные платы каждому работнику на оздоровление. Также мы договорились о том, что работодатель будет компенсировать 50% нуждающимся работникам на санаторно-курортное лечение. Нуждающимся работникам, имеющим 2 и более детей, покупать учебные принадлежности, оказывать помощь в размере 1 минимальной заработной платы. АО «Тыныс» является одним из лидирующих предприятий по выпуску узлов и агрегатов авиационной техники во всем СНГ. Доля экспорта продукции составляет около 50% от общего объема производства. Технические возможности и интеллектуальный потенциал работников завода позволяют осваивать новые направления деятельности, реагируя на потребности рынка. Акционерное общество «Тыныс» организовано в 1959 году и входил в состав Министерства авиационной промышленности СССР. Одним из основных выпускаемых продуктов это были теплообменное оборудование, датчики, контроллеры, терморегуляторы, термодатчики для авиационной промышленности. На сегодняшний день мы стабильно наращиваем эти объемы. Общий объем экспорта составил порядка 3 миллиардов тенге. Кроме этого, нам остаются новые изделия. Сегодня получен техническое задание на разработку нескольких новых комплектов изделий, агрегатов для авиационной промышленности. Кроме того, нами осваивается дополнительный объем производства, то есть в том числе нами освоено в прошлом году производство бронежилетов с широкой номенклатуры и системы индивидуальной защиты и индивидуального бронирования.
Производство Азия Water's, кокшетауские минеральные воды, является ровесником независимости Казахстана. За этот период предприятие выросло до лидера индустрии напитков на всем постсоветском пространстве. Такого признания компании удалось достичь благодаря безупречному вкусу экологически чистой, натуральной продукции. Кокшетау Минводы – это завод по производству и бутилированию природной минеральной воды и большого ассортимента безалкогольной продукции. Наши торговые марки «Туран» и «Кулагер», они известны по Казахстану и пользуются популярностью у потребителей. А миссией нашей компании является продление жизни людей, оздоровление за счет того, что потребители будут употреблять хорошую природную воду. Компания АО «Кокшетауские минеральные воды» является самым крупным налогоплательщиком. Ежегодные платежи в бюджет составляют более 7 миллиардов тенге в год. Мы участвуем во всех благотворительных акциях и мероприятиях города. Мы подарили городу детскую площадку, участвуем в возведении храма, мечети. Достаточно поводов для гордости и у сферы культуры города. Музыкальное наследие предков и багаж театральных и хореографических знаний в Кокшетау хранят очень бережно. В городе функционируют 2 областных дворца культуры, 2 театра – Казахский драматический театр имени Кусаинова и областной русский, а также 4 музея – имени Малика Габдуллина, литературы и искусства, музей истории города и краеведческий. Дворец культуры «Достар» функционирует 39 кружков художественной самодеятельности, 5 из которых имеют звание народный – Балхадиша Арай, Таволга, Сударушка, Балакай. Наши коллективы на самом высоком уровне проводят все креативные мероприятия, которые проходят в городе. Большое внимание, особенно в последнее время, уделяется развитию спорта, расширению необходимой инфраструктуры. Десятки спортивных и воркаут-площадок появились в Кокшетау за пару последних лет. Регулярно радуют результатами профессиональные спортсмены города, завоевывая медали на самых престижных местных и мировых соревнованиях. А за играми и успехами кокшетауских футболистов из футбольного клуба «Окжетпес» и хоккеистов из хоккейного клуба «Орлан» без преувеличения следит весь город. Наши футболисты совсем недавно вернулись в премьер-лигу, а ледовая дружина является чемпионом страны по хоккею. За последние 2 года было установлено 8 воркаут-площадок в городе Кокшетау, за что хочу выразить благодарность администрации нашего города и области, а также Национальному олимпийскому комитету, Технодому и Гормозаводу за установку новых специализированных воркаут-площадок. Очень радует, что наше движение активно поддерживается, что, несомненно, помогает привлекать все больше и больше молодежи к данному виду спорта. Кокшетау – один из самых активных регионов по реализации программы «Рухани Жаңғыру». Проведены торжественные мероприятия по открытию переименованных улиц города. Учащиеся школ посетили сакральные места страны, в том числе город Туркестан. Эту поездку аким города Кокшетау Ермек Марджикпаев подарил ребятам в канун празднования Дня независимости. Всего в рамках программы «Рухани Жаңғыру» в городе реализуется 9 проектов почти на 650 миллионов тенге. Кроме того, по подпрограмме «Атамекен» в этом году предприниматели города Кокшетау оказали материальную помощь нуждающимся на сумму более 43 миллионов тенге. Из них 35 выделила кокшетауская строительная компания ТО «Кокшетау Жалдары». Одной из приоритетных задач развития Кокшетау является внедрение озвученной главой государства концепции Smart City, направленной на улучшение инвестиционной привлекательности городов. В областном центре с этой целью внедряются цифровые технологии в пассажирских перевозках. У горожан появилась возможность отслеживать передвижение автобусов по маршруту онлайн. Для удобства оплаты коммунальных услуг прорабатывается вопрос создания единого платежного документа. На 20 автобусных остановках города были установлены стенды с QR-кодами, в которые внесена электронная информация о Кокшетау. Ведется работа по трансформации библиотек в модернизированные центры знаний. Так и живет Кокшетау. В ежедневных заботах, в труде и учебе. И улыбается вместе с нами, и веселится, и грустит.
Потому что города как люди, у них свое лицо, судьба, стиль. А Кокшетау в последние годы приобретает еще и уникальный архитектурный облик. К примеру, определенного шарма добавил городу новый дворец бракосочетания. Но впереди уже новые перспективные проекты. Строительство ТЭЦ и водоочистных сооружений, реконструкция набережной, обновление автобусного парка и появление грандиозного дворца культуры Рухани Жангару. Это значит, у кокшетауцев и жителей региона будет еще много радостных и значимых событий, которые сделают их жизнь еще более качественной, привлекательной и комфортной.